Всем большой привет из Коми. Ребят, очередной поход на мототолкаче. Наконец-то долгожданный наст с утра сегодня у нас. Думаю, даже пешком можно ходить. Да, не держит. Сегодня вдоволь я поброжу пару часов. В планах у меня сегодня собрать чагу, где осенью я охотился. Где-то километра 10 сейчас проедем. И где осенью на рябчиков охотился, я там приметил где-то места, где были чаги. Всю зиму хотел я туда съездить, но никак не получалось из-за того, что снег не держал. И вот сейчас, сегодня побродим. Надеюсь, медведи еще в берлоге, потому что уже весна, они начинают просыпаться. Ну, как будет, будет. Вот. Взял с собой корыто и лыжи взял на всякий случай. Рюкзак, тут бураница тоже. Ездили немало, так что, если что, обратно сможем выехать, если даже снег будет таять. Ну а как все будет, ребят, буду снимать, показывать. Приятного вам просмотра. Я погнал дальше. Лыжи так прикрепил, как обычно. Очень жесткий наст, прям, наверное, как сказать, днище на этих санях просто износится очень сильно, так скажем. Ну ничего страшного, надо съездить. Надо съездить. Погода шикарная. Такой ледник, тут бураны ездили. Нас тут слабее. Вот тут я встал, на ровном месте сфотографировал толкач. Ну, по просьбе подписчика. Ходовую хочет посмотреть. И заснял. Тут я смотрю, очень большой это. Жрет, что ли, тут немножко гусеницы. Вот тут черная звездочка. Да, что как-то не на месте, как будто стоит звезда. Вот она, как выглядит. Ну, примерно так. Придется на лыжах ходить. Я думал, там железобетонный наст. Да нифига. В лесу, наверное, еще хуже будет. Ну, больше половины пути проехал. Сейчас небольшой перекур и дальше поедем. Очень много клестов, но косачей что-то не слышно. Или из-за мороза сегодня холодное утро. Такое утро не молчат, они любят пасмурную погоду теплую. Почему так звездочка, интересно, жрет гусянку? Чуть-чуть, как будто на 2 миллиметра надо гусянка, чтобы в эту сторону пошла. Угу. Что-то не то.
лесу вообще уже нету снега, да. Вот это да. Тут, наверное, пройдусь даже без лыж. Ладно, пока начну отсюда, переоденусь. Поброжу, погуляю. Вот. Времени мало. Надо все быстро делать. Потому что солнце встанет и еще нас быстро заканчивается. Не держит потом. Одно удовольствие, ребят, кататься на нем. Где, вон, лыжи мои потерялись. Где захочешь, там и проедешь. Вот они, лыжи. Там на санях прикрепил я его. И потерялись. Резинка. Ладно, разберемся. Возьму рюкзак. Сейчас сперва без лыж, без ничего схожу, поброжу. Потом уже еда, чай. Покатать не хочется. Возьму один мешок. Я так соскучился уже по сбору чаги. Очень хочется побродить, пока не вижу. Но думаю, здесь что-то я найду, потому что очень много березы. И на охоте я местами встречал эту чагу. Вот. 3 часа у нас в запасе. 3 часа в запасе. Снял штаны, куртку, лишний вес, чтобы не жарко было. Ну и все, погнал я куда-нибудь вон туда. Я такую картину вообще не ожидал встретить. Реально. Везде такие проталины. Так, шапку еще надо было переодеть. Там уже снег. Сейчас краем схожу, пройду пешком. Без лыж. Потом уже... Что за глухарь, что ли, там? Ребят, надо лыжи одеть. Вроде снега немного, нас не держит. И ходить тяжело. Вот тут я первую чагу небольшую увидел. И там еще от береза тоже, наверное, какая-то чага нужна быть. Но совсем маленькая. Не такая большая. Тихонько, помаленьку буду набирать. Да, лыжи надо одеть. Тут еще. Сразу чистить. Вот. Начало есть. Небольшое, но приятно. Начнем с малого, ребят. Вот.
Тоже уже сразу буду чистить, чтобы не заморачиваться дома. Надо лыжи одеть. Тут уже снега много. На краю вырубки снег растаял, а здесь дофига. Я уже на лыжах и нашел лопачки. Видите как. Этот получше чага, конечно. Опа. Еще один. Вот так вот. Маленький. Не скажу, что много. Вот когда не собирал, просто я их видел. И немало, а сейчас просто не спрятались куда-то. Так. Ладно, сейчас. Ну вот так. Опять небольшие куски, но нормально. Буду чистить все аккуратно. Шум от меня, конечно, сейчас. Как гром идет. Вот еще один. Тоже все маленькие. Крупных вообще нету. Пока не нахожу. Ну, это несерьезно, конечно. Когда вот по 5 килограмм такие шматки, интереснее, конечно. Еще один. И все одинаково маленькие. Маленькие. Вон там еще один вижу. Не спеша хожу зигзагом, чтобы не пропустить. Да, это есть. Тоже маленький. Непонятный. Ну хоть что-то, ребята. Опа. Сейчас не ледяной. Зимой, когда собираешь, весь во льду. Нормально. Ну, пару килограммчиков уже есть. Уже приятнее. Уже лучше, конечно. О. Тут, ребят, на мототолкаче можно ездить вообще щели. Легко, но так пропускать буду. Вон там я вижу одно дерево. И слева еще вот там. Короче, 2 дерева тут. Даже 3 дерева с тягой. Опачки. Хорошо попал. Прям десятку. Десятку попал. Берез много. Искать надо. Это как грибы собираешь, так же ищешь. Вот сезон пропустил из-за снега. Снег в этом году ужасный, не держал, блин. Поэтому вообще за зиму такой выход за чагой. Вообще никуда не ходил. Ничего не поделаешь. Интересно, дупло нашел. Там еще заметила волна начага. Ребят. Дупло такое интересное. Даже видно, что кто-то тут ходит. Сюда можно так немножко прорезь сделать и проходной капкан поставить.
сушина. Вон, ребят. Прям случайно я уже прошел вот сюда и как-то слева вот мелькнул, увидел. Тоже уже как бы... Вот, наверное, чага большая была, и эта чага упала. Бывает так. Он из-за чего-то падает, из-за веса или еще. Вот. Здесь еще наросты небольшие остались. Вот так вот. Вот еще одно дерево. Сейчас это заберу, чагу, потом за этой упавшей елкой там вроде как одно еще дерево есть. Схожу к мотособаке, выгружусь. Уже небольшой такой вес есть. Килограммчик. 7-8, наверное. Да и чаги тут толкового нету тоже. Подходишь, а тут ерунда одна. Угу. Так, в общем, еще вот этот более-менее. В общем, вон толкач. Сейчас выгрузился. Снова зайду. Лучше лишний раз выйти там, чем на себе таскать. Тяжело. Были такие сборы, что я на себе даже по 5 километров тащил 22 килограмма. 22-20. Как всегда, аккумулятор разрядился. Ну, короче, до 23 килограмм 5 километров. Это на лыжах, когда еще снег не очень хорошо держит. Очень тяжело ходить. Вон дама какая-то вот. Что-то есть. Ладно. Солнце уже как быстро начало подниматься. Надо было вообще ночью приехать к рассвету. Хожу по земле, блин. Снега нету. Да. Опа. Там пару деревьев уже попадалось. Немножко набрал. Еще. Килограммчик. Килограммчик. Такой вот. Ну, нормально. Даже особо чистить не надо. Но мало. Что-то я думал, что здесь много чаги будет. К сожалению, чаги совсем мало. Берез просто дофигища. Очень много. Очень много, но что-то не то. Почему-то их нету. Ладно, я еще схожу где-то хотя бы с полкилометра. Потом параллельно пойду, наверное, обратно. Там вообще снега нету вообще. Хотел на мототолкаче сюда подъехать или по вырубке сюда приехать. Не знаю, посмотрим. Надо посмотреть. Ну тут уже нормально, я уже немножко набираю. Иду в холостую. Вообще, что-то. Вон только одна верховая, вижу еще. Высоко. Вот так. Берез много, чаги нет. Ну пройдусь уже, чтобы сюда не приехать в следующий раз. Может ниже спуститься, может там они есть. Нет, потом такая кучка попадет.
быстро можно набрать. Вот такие верховые есть. Это второй уже высоко. Вон увидел долгожданчика. Короче, вон оттуда я шел вдоль вырубки, потом туда сходил, спустился под гору и думал параллельно буду идти вот этой горе, склону. И случайно увидел вон там чагу. Вообще ни одного дерева нету, верховых ничего нету. Вон еще низовая. Вот отсюда я увидел вот 2 штуки. Там прошел, ничего нету. С одного ракурса, блин, ничего не видно, с другого. Вот он. Ну, небольшие даже. Все такие. Какие-то малыши. Малышня. А тут более-менее. Сейчас я еще сразу туда схожу. О, это уже приятнее. Это одним махом бьешь, и он падает. Этот. О, вот так вот. Посерьезнее. Это, ребят, посерьезнее. Так. Ладно, сейчас еще вон туда схожу. Где-то вроде еще один был. А вот он есть. Или даже эта кора отошла. Ну да. Это, ребят, не чага вроде. Или чага. А, чага. Да. Не крупная. Ну, нормально. Вот так вот. Хоть что-то. Вон еще одно дерево. Сейчас схожу, может достану. Тут неплохие. Плоские. Старые. Но она большой упал. Вон верховая одна. Да, здесь не то. И подсада нету, так хорошо. Скажем, если охотишься на зверя, издалека можно увидеть. Бах-бах-бах. Вот так. Место хорошее. Редко такое место впадает. Везде подсады непроходимые. Вот и рюкзак наполнился почти. Это хорошо. Потихоньку можно выходить к толкачу. Тут, ребят, я вообще уже надежду потерял. Иду вот так. И случайно увидел. Блин, такие красивые они, хорошие, крупные. Этот вообще, я не знаю, даже чистить не надо. Такой, блин, сахарная чага такая. Вот это да, добротный такой, интересный. Попадают вот такие, постоянно надо чистить. Этот, красота. Так, вот это все сейчас забираю. И буду выходить напрямик к толкачу. Потом на толкаче можно здесь даже проехать. В принципе. Вот. Вот
хреново, что вот снег чуть-чуть не держит пешком ходить. Толкач бы оставил, прошелся. Так интереснее было бы. Сейчас это берем. О, это красавец вообще. О. Опа. Вообще классная такая чада. Этот уже придется почистить. Опа. Тоже такой мощный. Огромный. Огромная чада, ребят. Вот она. Вот это да. Сейчас рюкзак полный. Рюкзак полный, ребят. Отлично. Можно сейчас уже сходить чай попить. Можно уже чай попить, ребят. На кружку чая уже как бы заработали. Вот так вот. Недалеко тут свистит рябчик. Один самец. Муравейник. Муравьи еще не проснулись. Вообще никого нету. Даже разведчиков никаких. Ну, на улице холодно. Они еще где-то зимуют там внизу. Там они даже 40 метров в глубину они заходят. Скажем, если за водой им понадобится вода, до 40 метров заходят вглубь. Вот я пришел к мототолкачу. Сейчас у меня рюкзак тяжелее получился. Прямо, наверное, килограмм 20 тут есть. Ну и тут еще килограмм 15. Ну, примерно вот так. Начало хорошее. Сейчас пью чай, отдыхаю. И, возможно, наверное, может туда, в ту сторону съезжу на толкаче. Вон там поглубже поеду. Но нас пока держит хорошо. Но солнце уже высоко. То греет сильно.